Я хочу записаться. Добрый день, контакт-центр территориального фонда ОМС. Алло, здравствуйте. В моей поликлинике не оказалось кардиолога, вот я хотела бы записаться. Что мне делать? Если у вас нет в поликлинике кардиолога, а вам надо пройти обследование, значит вас перенаправляют в Сахаминстрах. Этот вопрос решится совместно с Сахаминстрахом. Перевожу, ждите звонка. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Если в вашей поликлинике не оказалось нужного вам специалиста, это не повод расстраиваться и тем более искать нужного врача в платных клиниках. Вопрос решит ваша страховка. С этого года у каждого застрахованного лица есть свой страховой поверенный. Он помогает решить спорные вопросы, найти нужного специалиста и даже напоминает о своевременной диспансеризации. В республике таких поверенных в компании Сахаминстрах 70. На каждого такого специалиста приходится по 11,5 тысяч клиентов. Ежедневно работник решает целый спектр разных проблем и задач. К нам обращаются застрахованные граждане по телефону контакт-центра или же приходят к нам на консультацию. Но вопросы они подразделяются на следующие категории. Первая группа вопросов касается, как записаться к врачу, участковому терапевту в поликлинику. Ну, заминки бывают в том случае, когда гражданин не проживает на территории данной поликлиники, то есть он не прописан и не прикреплен, а фактически проживает. В каждом случае мы оказываем им разъяснительную помощь или же адресную помощь. То есть выходим на руководство поликлиники, и гражданин записывает на очередь к врачу-терапевту. Вообще система работы с застрахованным лицом состоит из 3 уровней. Все звонки застрахованных поступают сюда, в контакт-центр. Именно отсюда начинается цепочка в решении каждой проблемы. Страховые представители 1-го уровня принимают входящие звонки, консультируют о правах и возможностях граждан в системе обязательного медицинского страхования. На защищенном информационном ресурсе территориального фонда ОМС ведется электронный журнал обращений, где регистрируются и учитываются все поступившие обращения. С 2016 года уже работают у нас представители 1-го уровня. Это контакт-центры, которые страховая компания Сахаминстрах уже работает с 2015 года, поэтому мы внедрились быстро и начали работать представители 1-го уровня. Это звонки и консультации для наших застрахованных. Представители 2-го уровня – это те, которые работают в наших больницах, это в районах и в городе Якутске. Это у нас 70 представителей, которые обучались в медицинском университете Сеченова, получили удостоверение. И каждый представитель уже работает с нашими застрахованными, информирование населения, которое проходит именно диспансеризации и профилактику. Представители Сахаминстрах помогают выбрать нужного специалиста или медицинское учреждение. Если клиент хочет узнать права и обязанности в сфере медицинского страхования, то с обращением также разбираются на 1-м уровне. На 2-м уровне работают персональные консультанты. Один такой сотрудник может решить самые разные вопросы и проблемы. Поверенный напоминает клиенту о медосмотрах, решает спорные вопросы. Каждый консультант тесно работает с медицинскими учреждениями. Страховые представители 2-го уровня во всех страховых медицинских организациях страны работают с января этого года. Каждый застрахованный в Сахаминстрах прикреплен к страховому представителю 2-го уровня. Все специалисты взаимодействуют с медицинскими организациями, оперативно разрешают проблемы застрахованных лиц при получении медицинской помощи, а также информируют застрахованных граждан о возможности прохождения диспансеризации, ведут учет и контроль прохождения 1-го и 2-го этапов профилактических мероприятий. Повторно информируют и приглашают на диспансеризацию тех, кто его не прошел. Страховые поверенные 2-го уровня, да, как я сказала, это помощники застрахованных лиц, и по всем вопросам, возникающим по получению медицинской помощи, граждане могут обратиться к своему страховому поверенному. Помимо этого еще могут застрахованные лица обращаться к нам по получению справки о стоимости оказанных медицинских услуг. Так, но это должен сам застрахованный гражданин обратиться или законный представитель, например, ребенка.
Одним из главных направлений является своевременная диспансеризация застрахованного лица. Сахамедстрах особое значение придает ведению здорового образа жизни, информированию о необходимости прохождения диспансеризации и профилактического осмотра, формированию приверженности к ответственному поведению. Каждые 3 года любой гражданин должен пройти полный медицинский осмотр, а чтобы не забыть об этом важном мероприятии, страховые поверенные отправляют СМС-рассылки и проводят мониторинг. Наравне с этим осуществляется контроль прохождения диспансеризации. По его результатам страховые поверенные могут повторно оповестить застрахованного. Также ведется контроль планов госпитализации, то есть это СЗЛ-программа. Там вот медицинская организация у нас ежедневно в режиме онлайн загружает свои госпитализации, и мы в последующем в течение дня просматриваем. Да? Если человек не поступил в стационар, то мы своевременно дозваниваемся до определенной больницы и спрашиваем причину. Каждый вопрос и проблема от застрахованного лица начинает решаться в ту же минуту. Работники связываются с медицинской организацией, работают с юристами. Когда человек обращается уже определенными проблемами, в виде обращений, письменных обращений, мы уже отслеживаем, оказана ли эта помощь качественно, на должном уровне, на должном, допустим, определенном объеме. Также, конечно, разрешаем определенные спорные вопросы при получении медицинской помощи. Страховые представители 2-го уровня, они будут связаны, совместно работать с медицинскими организациями, и на досудебном уровне разрешать те спорные или конфликтные вопросы, которые возникают при получении медицинской помощи тут же на месте. С 2018 года контроль за качеством медицинских услуг, решение спорных вопросов и многое другое станет обязанностью специалистов-экспертов 3-го уровня. Страховые представители 3-го уровня – это эксперты, имеющие необходимый опыт работы и прошедшие соответствующее обучение. Специалисты работают с письменными обращениями граждан, разрешают спорные вопросы при получении медицинской помощи, организуют экспертизы качества оказанной медицинской помощи. С 2018 года страховые представители по результатам диспансеризации будут проводить работу с застрахованными с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в диспансерном наблюдении, контролировать соблюдение рекомендаций назначения врача. Так, в прошедшем 2016 году к нам поступило 134 письменных обращений от застрахованных граждан. Все эти случаи были удовлетворены на досудебном уровне с материальным возмещением на сумму 425 тысяч рублей. Таким образом, каждый звонок от застрахованного лица в Сахамедстрах проходит несколько этапов. Специалисты контакт-центра, страховые поверенные в течение максимально короткого срока находят нужного врача и решают спорные вопросы в сфере обязательного медицинского страхования.